Чао а тутти! Всем привет! Из сардинского города Ла-Мадалена, который как будто вымер. Но если вы смотрели мой канал, то уже знаете, что это не так. Просто вся жизнь переместилась в центр, потому что там сосредоточена вся основная радость туриста. Рестораны, шопинг, развлечения в виде живой музыки, даже танцев иногда. Время где-то 10 вечера, а это значит, что, вероятно, все еще в ресторанах. Курортный сезон – это разгар ужина. Ужин в Италии очень атмосферный. Это повод собраться вместе за одним столом, с близкими, с друзьями, с коллегами, со знакомыми, обсудить успехи дня, даже немножко понегодовать вместе, если что-то сложилось не так, повспоминать приятные моменты, и если еще и еда вкусная, то это такое красивое многоточие в завершении дня. Я бы сказала, что это очень психологически здорово, такое умение смаковать жизнь, относиться к ней со вкусом. И сегодня мы с вами поговорим про ужин, про это красивое завершение дня. Первый будет обычный рядовой, а второй по всем сардинским традициям. Всем советую патата аль форно, такую вкусную запеченную картошечку, или же анчоусы, ачуги, как они будут называться по-итальянски. Взять это в качестве антипасти, то есть такой закусочки на компанию. Дальше выбирается какое-то основное блюдо. Это может быть пицца, она идет отдельно в меню, либо что-то из прими пьятти, то есть из первых блюд, к которым обычно относятся лазанья, все виды пасты, то есть макарон, какие-нибудь равиоли, зуппетто ди коцце, то есть супчик из мидий, вот так он обычно выглядит, и практически везде очень вкусный. Это, правда, кадры из ресторана Кастель Сардо, Соня и Матео, очень хороший ресторан. Говорила о нем в коротком видео. Или же выбирают ужин из вторых блюд. Это какие-нибудь бифштексы, стейки, котолета ди поло. Это у них такой куриный шницель. Какой-нибудь кальмар на гриле. Или можно взять инсалата. Для тех, кто переживает за свой вес. Самый легкий будет с тунцом. Кон иль тонно. А я взяла потяжелее. Такой какой-то капрезе с прошутто. Помидоры, моцарелла, ветчина. И на Сардинии часто увидите вот такие стулья. Они есть и в домах. Это традиционная сардинская мебель. И то, что вы видите сейчас, такая темная дорога, непонятно куда, несколько бездорожья, неосвещенный виноградник. И вдруг огонечки. Тут, кстати, никогда не стоит бояться дорог. Иногда самые роскошные места и самые вкусные рестораны национальной кухни, а это именно такой, будут находиться где-то на отшибе. Ресторан, в который мы с вами приехали, называется Любрано. Находится недалеко от Палау. И вот так здесь уютно. Есть качели, детская площадка. Что значит ресторан агритуризмо? Это значит, что будет национальный ужин во всех традициях, нет никакого закрепленного меню. Что подадут на стол, то и будем есть. Как правило, такой ресторан находится на территории фермы, огорода. И то есть мы понимаем, что все продукты будут натуральные, своего производства. И хозяева после того, как все разъедутся, закроют ресторан и отправятся домой. А дом, вероятно, находится где-то за рестораном. И я обратила внимание, что часто в национальных ресторанах обязательно будут присутствовать предметы старины. Глиняные или деревянные миски, плетеные корзинки. Вот там в углу даже аккордеон есть. Обязательно на стенах старинные фотографии этого места. Какое-нибудь дедушкино радио. И когда мы пришли, стол был уже накрыт. Смотрите, 3 тарелки, 2 стакана, 2 вилки, 1 нож. На каждого гостя. В кувшинах налито вино, белое и красное. Красное кананау, белое верментино. Также на столах обязательно будет стоять сухой хлеб каразау. В малюсеньких мисочках, пропитанный оливковым маслом, хлеб гюттау. Он будет несколько поплотнее, чем каразау. И, конечно, все это готовили, выпекали здесь. Будет такая атмосфера званого ужина, где гости могут выходить, гулять по территории и убедиться, что здесь ферма, что здесь все свое. Утки, гуси, овцы. Бонжорно да Любрано. Такое пожелание доброго дня находится на нерабочем камине, но есть и рабочий камин, который спрятан. В отдельной комнатке все желающие могут туда зайти и посмотреть, как жарят на вертеле молочного поросеночка. Это будет главное блюдо местной национальной кухни. Пока же нам принесли антипасти. То, что вы видите, это манная каша, причем она сладкая. И ребята-итальянцы были искренне удивлены тому факту, что в России это едят на завтрак. На тарелке у меня карпаччо, салюми, ветчина и различный сыр. Белые квадратики – это копченая рикотта, а вот это вкусные бобы. То, что кремовое – это сырные крема, которые намазывают по традиции на сухой хлеб. И начинает прибывать тяжелая артиллерия. Первые блюда, но в агритуризмо будут еще и вторые. То, что вы видите сейчас, вас удивит. Вот как вы думаете, что это?
Это зуппа галурезе. Почему зуппа? Это же вроде не суп, потому что это лазанья на овечьем бульоне. Однако между слоями теста нет мяса, но есть сыр пекорино. Если честно, мне не сильно понравилось. А это традиционные ньокки сарди, то есть домашние макарошки, слепленные вручную, в томатном соусе со свиным фаршем. Могу сказать, что вкусные, но для меня коронное блюдо, к моему же личному удивлению, оказалось вот это равиоли. Кулур-джонес, как они называются по-местному. Пельмешки, внутри которых рикотта. И, внимание, рикотта была сладкая, соус был соленый, посыпанный пармезаном, и в томатном сочетании с базиликом это давало какой-то невероятный вкус. И, как сами сарды говорят, в это блюдо ты либо влюбляешься навсегда, либо всегда будешь его ненавидеть, другого не дано. Да, кстати, в антипасте были еще вкуснейшие оливки, и все, что мы не съели, из закусок забрали с собой. И в Италии это даже законодательно оформлено, что ресторан не может клиенту отказать в просьбе унести еду с собой, положить ее в ле-скатолетте и продолжать наслаждаться дома. Следующая подача меня тоже удивила. Принесли сыр пекорино и салат. Это у них получается как гарнир к мясу. И что интересно, сначала принесли пурпуцу, такой крупный жареный свиной фарш в белом вине с оливками. Свежайший, очень вкусный. Такой залп перед главным ударом. Бабам! И на столе главное блюдо. Ла сальсича ди карне ди майяле, то бишь большая свиная колбаса. И майолино, то есть молочный поросеночек, жареный на вертеле. Просьба убрать вегетарианцев от экрана, хотя уже поздно. Одна девушка-коллега моего мужа стала сейчас вегетарианцем, но рассказывает, когда она приезжает домой на историческую родину в Сардинию, может сорваться, потому что ее папа очень вкусно готовит вот такого поросеночка. Ну что ж делать, в природе тоже так устроено. Есть хищники, есть травоядные, а у нас у людей есть возможность выбрать, кем быть, что есть, где есть. И мясо было действительно восхитительно вкусное. Я обычно свинину люблю не очень, но вот колбаса была вкусная, домашняя. Прямо как бабушка готовила, как домашние котлеточки. И вот уже приехал десерт, иль дольче. В традиционной сардинской кухне эти косички из теста в меду называются мангадагас или трицас. У нас обычно это называют хворостом. Мне такое не очень нравится. Мне больше нравится их другая штука, которая называется сиадас или сибадас. Это такой пирожок из слоеного теста с сыром рикотта внутри, сверху политый медом. Очень важно есть свежим. Холодный он теряет свою прелесть. После десерта приносят самое горячее, либо ликер мирто, либо лимончелло. А это я видела в первый раз. Иль латте ди капра. Переводится как козье молоко, но мы же понимаем, что оно не простое, а сладкое и довольно крепкое. И вкус козьего молока почувствуете в конце. Когда я спросила, как делают, друзья пошутили и сказали, что поят козу до полного опьянения, а потом дует. Вот так вот. Но это, конечно, шутка. Секрет мне так и не раскрыли. На улице мы можем убедиться, что это точно ферма, потому что есть гуси, утки, чуть подальше будут козы, коровы. И все мирно спят, потому что уже 12 ночи. Вот только гусям не спится. Они прямо так с нами разговорились, поделились своей печальной участью, что им тесно живется с курами. Но это уже другая история. Итак, друзья, давайте подытожим. Сейчас будет важная информация. Счет в ресторане фиксированный. Ужин на человека стоит 40 евро. Меню никакого нет. То есть отказаться от чего-то мы не можем, мы можем просто это не есть. Но это все равно будет входить в стоимость. И если сравнивать с другим агритуризмом, о котором я вам уже рассказывала, там, скажем, более красиво, более атмосферно. Такие сказочные шатры, романтичные камины. Здесь этого ничего нет, однако, честно скажу, что именно здесь мне понравилось больше. Ужин в Забе стоил 60 евро с человека. Тоже было все вкусно и все на высоте. Однако в Италии атмосфера не столь важна, главное вкус. И по вкусу предпочтение я отдам этому месту. В вашем отпуске выберите обязательно какой-нибудь агритуризм. Пробуйте, наслаждайтесь. Не обращайте внимания на пустынное местонахождение. Потому что, как я уже неоднократно говорила в своих влогах, на Сардинии это работает прямо как закон. Слова из мультика «Король лев». Шагай за пределы того, что ты видишь. И здесь ты однозначно будешь вознагражден. А нам всегда есть за что себя любимых вознаградить. За какие-нибудь наши маленькие успехи, шажки, которые сделают нашу жизнь лучше. Друзья, на сегодня у меня все. С вами была Ольга и мама мия, красотка Сардиния. Чао!